Доброе утро, дорогие друзья, гости, преподаватели. Давно не виделись. Так, по новой. Всем привет, с вами Скарфа, давно не виделись. С последнего ролика прошло целых 3 месяца, и за это время случилось многое. Сегодня мы об этом поговорим. Как вы знаете, я поступил в колледж. И в этом колледже я создал медиацентр, который сейчас я курирую вообще в целом. Вот. С этим медиацентром, конечно, очень много историй связано. Мы провели фотосессию с нашей командой медиацентра. Мы съездили на Golden Radio, где сами попытались что-то рассказывать в эфире. Ранее я занимался репортажными фотографиями, так что, скорее всего, немножко буду, затрагивать тему журналистики. О, супер. Вот. Что мы еще делали? Мы много еще делали, но хочу сказать, что медиацентр помогает колледжу освещать события и мероприятия, которые проходят внутри колледжа. Буквально скоро начинаются новогодние сессии, к которым я, конечно же, не готовлюсь, хотя надо было готовиться к новогодним сессиям. Но могу сказать, что за 3 месяца в колледже я немного устал. Я устал посещать занятия, я устал ездить в колледж. И поэтому я болел. Я очень часто за эти 3 месяца болел, и в какой-то момент у меня температура достигла 39,6. Я сначала паниковал и думал, что же делать? Что же делать? Но потом до меня дошло, что нужно позвонить в скорую. И ко мне приехала скорая. История начинается с того, что в какой-то период времени до сдачи ГТО, за день до сдачи ГТО, у меня поднялась температура. Я приезжаю домой, ложусь в куртке на кровать и думаю, почему-то мне очень холодно. Измеряю температуру, смотрю на градусник, а там 38,7. Я такой, что? Я заболел? Каким образом? Ебать, я странный. У меня кожа покраснела. Можно заметить, как кожа покраснела. При второй попытке замера температуры вышло 39,2. Я вот сейчас буду лежать с холодной тряпочкой на лбу. И если через 15-20 минут мне не полегчает, то нужно будет еще раз выпить таблеточку. А если еще раз через 15-20 минут не полегчает, то мне кажется, нужно вызывать скорую, потому что температура 39,2 у меня еще никогда не была. Значит, потом я лежу с температурой довольный такой, думаю, что ладно, я пропустил ГТО. Но не тут-то было. Температура начала повышаться. И ближе к полуночи, ближе к 3 часам ночи, моя температура повышалась все выше и выше. Температура достигла 39,6, и я стал думать, а что же делать? Я звонил маме, спрашивал, что делать. Она такая, вызывай скорую. И через некоторое время, минут через 15, после вызова скорой помощи, она ко мне приехала. Поднимаются медики, меряют мою температуру, измеряют мой пульс, слушают мое дыхание, заполняют документики и задают вопрос. Укол ставить будем? Я такой, а этот укол поможет быстрее сбить температуру? Они такие, да, конечно. Я такой, окей, хорошо. И они поставили мне укол. Готовьте ягодицу. Любой? Какой не жалко. Парацетамол есть еще какой-нибудь понижающий? Парацетамола нет. Значит, медики поставили мне укол. Я их кое-как проводил, потому что у меня болела жопа. Но я их проводил. Хорошо. Они уехали, я лег на кровать. Не мог лежать на спине, поэтому я лежал на боку правом. Ох. Сейчас. Разогнался. Как только медики уехали, я лег на кровать и уснул. Я спал очень хорошо.
теплым крепким сном. Проснувшись, я понял, что я начал выздоравливать. Мне стало легче. А еще, когда вы болеете, обязательно пейте теплое молоко с медом. Это, во-первых, помогает. Во-вторых, это очень вкусно. Просто теплое молоко с медом. Это шедеврально. Окей, хорошо, идем дальше. Я часто болел. Мы это поняли. А еще я часто зависал на улице Никольская, где мы с моей подругой познакомились с брейкдансерами. Оно выглядит вот так. Мы очень часто посещали эту улицу, потому что там выступали брейкдансеры со своими танцевальными номерами, нам это нравилось, и мы сидели чисто кайфовали. Вот. За 3 месяца мне еще удалось побывать в своем родном городе, но, к сожалению, по семейным обстоятельствам. Но я встретился со своими друзьями. Пизда нахуй, моими кроссовками убили таракана. О, Ким Чен Ын, нихуя. Так, мы сейчас, едем в аэропорт провожать меня. Вот так вот. Встретился со своей девушкой. Это Якутск, ребят. А это Анастасия. И также встретился со своим котом, со своим малышом, со своим просто сыночком, которого я воспитал. Но сейчас он живет у мамы, мама его откармливает. Но ему по кайфу. Он живет, он радуется, он вкусно питается, ему вообще по кайфу. Вот, как и где я еще пропадал за эти 3 месяца. Ну, так-то вообще много где. Но это не важно, потому что я вернулся, ребята. Я вернулся на канал, вы снова будете видеть новые видео, поэтому за это мне нужно поставить лайк. Вот. Также скоро будут новые рубрики, обязательно. И также скоро Новый год. Всех, кстати, поздравляю с началом декабря месяца. Да, прошло уже 1/3 месяца, я только вас поздравляю. Но не суть важно. На этом ролик о том, где я пропадал все эти 3 месяца, завершается. Хочу сказать, что, надеюсь, я больше не буду пропадать, потому что для меня YouTube — это площадка для самовыражения, творчества и в целом площадка, чтобы кайфовать. Вот, поэтому, ребята, кайфуем от жизни, получаем от жизни многое, радуемся, получаем новогодний вайбик, потому что скоро Новый год, скоро 24-й год, скоро ваши желания будут исполняться. Вот. А на этом все. С вами был Скарфа. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Бля, все и так быстро, типа там... Ладно.